Небывалый бэби-бум в этом году на лосеферме в Печора-Илочском заповеднике. На свет появились 5 лосят. Прошлый год, к слову, не был плодовит. Пока все малыши на карантине, доступ к ним ограничен. Пьют материнское молоко и набираются сил. Впрочем, нашей съемочной группе все же удалось увидеть сахатую малышню. Виктория Денисова передает из Якши. На ферме есть традиция – называть лосят на первую букву клички матери. Скажем, мама Феня и ее лосенок Фунтик. Здешние говорят, имя свое детеныш вполне оправдал. У него, значит, одно занятие. Кушаю, сплю, кушаю, сплю. Ну, как настоящий Хрюша. С летуном вышло иначе. На кадрах он с голубым ошейником. Малыш озорной, проворный, потому так и прозвали. Торопился даже во время родов. Не успели и глазом моргнуть, как тот на свет появился. Этот лосенок просто-напросто родился, как говорят, в рубашке. Он был в пленке, и поэтому ни ножек, ни рожек, ничего не болталось. Но все обошлось нормально. И этого лосенка мы назвали Летун. Потому что он из мамки просто-напросто вылетел, и все. А еще Лиза, Чучик и Гоша. Всего 5 лосят. Многодетным папой стал лось по кличке Дон. Года 3 назад его лосенком-найденышем привезли из одноименной деревни Усть-Куломского района. Все это время он рос, копил силы и, наконец, возмужал. В прошлом году пополнения в заповеднике не было. Дон был еще слишком юн. В этом году доказал всем вокруг. Он теперь первый парень на лосе-ферме. Мы переживали, что сильно будет большая разница, значит, в росте, в весе между первыми лосятами, которые родились, и лосятки, которые родятся последними. Рождались с крупным весом довольно-таки, и это фактически выровняло поголовье, как говорится, и большой разницы в этом нету. Это очень хорошо. В первую неделю после рождения лосята реагируют на любое движение. Они могут последовать за кем угодно. Потому в дикой природе детеныши нередко теряются. Нужен глаз да глаз. А вот немного погодя признают только тех, кто за ними ухаживает. Забавные животные, интересные. А маленькие, маленькие, они все маленькие. Они все хорошенькие. Лосеферма Печора-Илочского заповедника первая в мире. Работает с 1949 года. Изначально ее создавали, чтобы одомашнивать лосей специально для таежной зоны. Сегодня это туристический объект. Действуем сейчас и существуем, чтобы доставить людям радость. Я говорю, приехали, потрогали, погладили, улыбнулись, глазки засветились, значит, день мы здесь находимся недаром. Пока доступ к лосятам ограничен. Они в карантине. Набираются сил и пьют материнское молоко. И только в конце августа туристы смогут увидеть малышей. К тому времени они уже достаточно окрепнут и смогут смело принимать угощения из рук посетителей. Виктория Денисова, Николай Смирнов, телеканал Юрган.